Я являюсь заведующей кардиологического отделения городской клинической больницы номер 6 города Бишкек. По своей жизни я занималась пульмонологией, была главным пульмонологом города Бишкек, а потом в силу обстоятельств мне пришлось заняться и кардиологией, и в моем отделении находится блок интенсивной терапии. И в связи с тем, что у нас была вспышка ковида, так называемая первая волна, то у нас всю больницу перепрофилировали под ковид, и в результате мы занимались этими больными. И я знаю, что я наблюдала, да, летом происходило примерно то, что сейчас происходит у нас в Крыму. Стремительный рост заболеваний, стремительный рост больных, да, нехватка мест в больницах, нет лекарств, паника. То есть вот расскажите, как это было у вас? Мы, конечно, как и все страны СНГ, сидели в карантине примерно с конца марта до начала июня. И казалось бы, что в начале июня ничего не предвещало никакой беды. Но с середины июня у нас резко стало увеличиваться количество больных по экспоненте, так называемая критическая масса. Потому что, естественно, как и в Крыму, и как и во всех странах, население не соблюдало меры предосторожности. Не носили маски, не обрабатывали руки санитайзерами, посещали магазины, и похороны, ходили в мечети и так далее. И вдруг внезапно с середины июня началось поступать громадное количество больных в стационары. Причем тактика была такая: если в марте и апреле в стационары госпитализировались больные даже с легкими случаями, то в июне крайне тяжелых больных, которые заполонили стационары, перестали брать. И поэтому наше население осталось фактически без медицинской помощи. Проблема была еще и в том, что медперсонал не был обеспечен СИЗами. И когда началась вся эта катастрофа, и большая часть кыргызских гастарбайтеров возвращались из Российской Федерации сюда, то естественно, что они привозили с собой и ковид, их встречали санэпидемиологи, которые не были одеты в средства индивидуальной защиты, у них была обыкновенная масочка и такой марлевый костюм. Эти санэпидемиологи заразили все санэпидслужбы, потом они заразили практически врачей всех стационаров, и эти врачи стационаров не имели защиты. В результате начались вспышки ковида в стационарах, ну а потом, естественно, и все население, которое тоже вело себя совершенно не тем образом, каким надо было себя вести. Ведь не случайно сейчас британский премьер-министр Борис Джонсон обратился к своему населению с просьбой: давайте сбережем наших бабушек. Потому что понятно, что 85-87% населения переболеет бессимптомно или малосимптомно, но 15% будет болеть достаточно тяжело. И это именно контингент пожилой, который надо беречь. Скажите, и таким образом получилось так, что у нас закрывались ворота стационаров. Скорая помощь, которая рассчитана, в общем-то, на максимум на 1000 вызовов в сутки, получала 5-7 тысяч вызовов в сутки. С помощью ЮСАИДа были организованы мобильные бригады, в которых не было профессиональных врачей. Там были клинические ординаторы, студенты старших курсов, но просто, скажем, организовались волонтеры, то есть население начало само спасать себя. В интернете организовали сайт, больные обменивались пациенты медикаментами, которых не было, стали заказывать медикаменты в Турции, в Российской Федерации, получать посылки. Естественно, что медикаменты продавались с огромной наценкой, но уже всем было, как говорится, на это наплевать, потому что важно было спасаться. Но что здесь важно отметить? Что не так уж дорог ковид, и не в таком количестве медикаментов он нуждается, каким запасалось наше население. Я подозреваю, что то же самое творится в Крыму. В Крыму сыграла, конечно, свою негативную роль эта ситуация с курортным сезоном, когда резко пошел поток туристов, которые, в общем-то, не проверялись. Это был в основном молодой возраст, который, может быть, бессимптомно болел. И он привез в Крым при такой скученности этот ковид. Но это было, можно предположить, что вы тоже не минуете сию чашу и тоже заболеете. Поэтому сейчас хочется сказать о том, что при такой ужасной ситуации, которая творится у вас, я представляю, она была и у нас, все должны строго соблюдать меры предосторожности. То есть не посещать никаких тоев, никаких дуа, очень скромные похороны, которые должны проводиться при минимальном стечении народа, не выпускать детей общаться с соседскими детьми. Я считаю, что, не знаю, как у вас ситуация, что надо закрывать школы и обучаться онлайн, потому что по нынешним данным основные распространители инфекции
это дети с бессимптомной или малосимптомной манифестацией ковида в нынешнее время. Я хочу сказать, что ситуация состоит еще и в том, что мы страны, в которых проводится очень малое количество тестирований. Потому что, например, на сегодняшний день в Кыргызстане заболело 46-47 тысяч человек. Это те, у кого ковид подтвержден ПЦР, ИФА антителами, да, иммуноглобулины М, иммуноглобулины G и клинической картины. Но, к сожалению, есть такое мнение британских исследователей, что эту цифру надо умножать на 30. И когда ваше правительство Крыма говорит о том, что у вас выявили сегодня 120 человек новых, то надо это умножать на 30. То есть реально у вас заболели не 130, а 3900 человек. И естественно, что каждый человек может заразить. В лучшей ситуации 3,8, а в худшей 11,1 человека. Конечно, оптимально, чтобы у нас переболело 60-70% населения, и тогда эпидемия становится сама по себе. Но, к сожалению, если этот поток больных пойдет лавиной, то они останутся без помощи врачей, медперсонала. Они будут барахтаться и или погибать, или получать неадекватную, неквалифицированную медицинскую помощь. Лимас Ханум, почему такая большая погрешность у тестов? Не знаю, может быть, у вас другая, но у нас часто люди со всеми, да, признаками и симптомами тесты получают отрицательные, и им не оказывают, вот их не лечат по протоколам, как для ковидных больных. Я просто хочу сказать, что у нас в Кыргызстане мы пользовались тестами Китайской Народной Республики и тестами новосибирскими. И их достоверность 8-15%. Вы понимаете? То есть из 100 человек, которые приходят на ПЦР, 8-15% будут достоверными, остальные будут либо ложноположительными, либо ложноотрицательными. Сейчас говорят о том, что проще ориентироваться на ИФА, то есть пациента через какое-то количество времени появляются в крови антитела. Это могут быть иммуноглобулины М, которые появляются к 7-10 дню, или могут быть иммуноглобулины G, которые появляются уже при выздоровлении на 20-е и 21-е сутки. Эти тесты более дешевые, чем ПЦР. Я думаю, что в Крыму такая же ситуация, как у нас. У нас, к сожалению, правительство не может обеспечить население бесплатными тестами, как это делается в развитых странах. И все это делается за счет средств пациента. Предположим, у нас тест ПЦР стоит порядка 1700 рублей, а тест ИФА стоит порядка 700 рублей. То есть это в 2 раза дешевле. Но ты уже будешь достоверно знать, что ты болеешь, у тебя острая стадия, или что ты выздоровел, и у тебя есть иммунитет. Но, к сожалению, эти ИФА, они тоже имеют 50% точность. У нас в основном поступает ИФА тоже из Китайской Народной Республики. Они половина не сертифицированы. Я не знаю, какие тесты имеете вы. Есть такой известный эпидемиолог российский, который эмигрировал в Соединенные Штаты, Михаил Фаворов. Каждый крымчанин может подписаться на его страницу на Фейсбуке, и он дает очень такие дельные советы по поводу иммунитета, по поводу общения и по поводу того, как снизить риск инфицирования. Это понятно, что многие говорят о том, что маски – это недостаточно эффективный метод защиты, ты их трогаешь, касаешься лица руками, это воздушно-капельная инфекция. Но есть такой очень хороший слайд, который гуляет в Фейсбуке, там написано, что если 2 человека одевают простую маску, даже тонкую, даже не специальную, она снижает риск инфицирования на 50% при соблюдении дистанции, естественно. Если у тебя риск снижается на 50%, и ты получаешь меньшую дозу, то ты болеешь менее тяжело и получаешь иммунитет. Поэтому мы должны сами себя спасать. И всегда думать о том, что даже если я выздоровлю, я могу погубить своего родственника пожилого. В категории риска также находятся и мужчины, которые болеют очень тяжело ввиду того, что у них высок уровень тестостерона, и пожилые люди заболевают гораздо тяжелее и серьезнее, потому что с возрастом у человека относительно детского возраста увеличивается экспрессия рецепторов АСЕ2. Это ангиотензин, превращающий рецепторы. Поэтому и пожилые люди инфицируются легче и болеют тяжелее. Это место прикрепления ковида, когда он внедряется в организм. На что стоит обращать внимание? Какие первые уже проверенные, известные симптомы начала заражения, начала заболевания? Посмотрите,
мне кажется, что даже при появлении симптомов ковида не стоит сразу пугаться, с учетом того, что 85-87% населения болеет не тяжело. Поэтому не стоит ходить в поликлиники, не стоит вызывать к себе врачей, а обращаться к лор-врачам по поводу боли в горле. Первое, вы подвергаете риску медперсонал, риску заражения, который, я думаю, тоже не имеет очень хороших средств индивидуальной защиты. Второе, чтобы дойти до поликлиники, вы садитесь в общественный транспорт или идете пешком, вы с кем-то контактируете. Поэтому, если вы считаете, что у вас появилась субфебрильная температура или боль в горле, или у вас появился насморк, манифест ковида может быть такой же, как у моей дочери, в виде диареи или рвоты. То есть это такая гастроинтестинальная форма ковида. Вы должны задуматься, а не может ли это быть ковид. И если ваше состояние не тяжелое, вы должны начать терапию. Первое. Какие препараты доказаны в отношении лечения ковида? В отношении лечения ковида доказано очень мало препаратов. Первое – это антикоагулянты, потому что ковид – это тромбоваскулит. Он поражает абсолютно все сосуды. И если у вас развивается тромбоваскулит, то вы имеете риск тромбоэмболических осложнений, отека легких инфекционного, да, так называемого острого респираторного дистресс-синдрома, поражение буквально всех органов, печени, сердца и так далее. Поэтому я призываю в любой ситуации, даже в легких случаях течения ковида, а по данным американских исследователей CDS, легкие случаи ковида в 30% случаев заканчиваются тромбоэмболическими осложнениями. То есть при выздоровлении эти больные имеют микротромбоэмболии сосудов головного мозга, это мини-инсульты, микротромбоэмболии сосудов легких, это тромбоэмболическая болезнь, это одышка в будущем и дыхательная недостаточность, микротромбоэмболии сосудов нижних конечностей и ухудшение качества жизни. Поэтому каждый пациент должен задумываться о том, что он должен иметь антикоагулянт. Какой антикоагулянт присутствует? Ну, российские рекомендации рекомендуют прием кардиомагнила или там клопидогреля, которые не являются антикоагулянтами. Это антиагреганты. К сожалению, они не предупреждают тромбоэмболии. Поэтому у вас должен быть на российском рынке у нас есть препарат Эликвис, это апиксабан. И любой пациент может пить бесконтрольно 2,5 мг 2 раза в день в течение 45 дней. Это может быть ксарелта. И если у вас легкое и среднетяжелое течение, вы можете пить 10 мг в сутки 45 дней, не контролируя свертываемость крови. Эти препараты достаточно дороги, и они не каждому доступны. Поэтому любой пациент может приобрести варфарин и принимать 2,5 мг, 2 таблетки в сутки в 18:00, но при этом на 5-7 день они обязаны пройти в лаборатории ПТИ и МНО, это международное нормализованное отношение, и проконсультироваться с любым врачом в отношении коррекции дозы. И точно так же принимать варфарин 45 дней. Второе. Любой ковид, практически любой ковид, имеет осложнение в виде полисегментарной ковидной пневмонии. Либо легкое течение, либо среднее тяжелое, либо тяжелое течение. Эта ковидная пневмония, она вирусная. И об этом должны помнить все. То есть она не лечится противовирусными препаратами, их просто нет на нашем рынке. И тот фарипиравир, который выпускает Российская Федерация, он имеет очень скромную доказательную базу. То есть практически ее не имеет. Единственный противовирусный препарат, ремдесивир, произведенный в Соединенных Штатах, который применяется только стационарно, только инъекционно, и применяется у тяжелых больных, он нам недоступен. Поэтому я призываю не тратить деньги на всякие эргофероны, кагацелы, да, ингаверины и так далее, групприносины, которые абсолютно неэффективны. И помнить, раз это противовирусная терапия, против нее не помогают антибиотики. Не надо с первых дней начинать прием антибактериальных препаратов, потому что дальше нам будет нечем лечиться, потому что мы вызываем развитие устойчивости микробов к антибиотикам. Следовательно, назначение антикоагулянтов, отхаркивающих препаратов, желательно, чтобы это был бромгексин, потому что есть такая идея, что бромгексин блокирует прикрепление вируса вот к этим ОСЕ2 рецепторам. Бромгексин по 8 мг 3 раза в день в течение 2 недель. Симптоматическая терапия в виде жаропонижающих препаратов – это в основном парацетамол или аспирин. Но помните, что детям назначать аспирин до 15 лет нельзя, потому что аспирин вызывает у них синдром Рея. Это тяжелое осложнение.
Поэтому акцент на парацетамол, и можно применять ибупрофен в дозе у детей 200 мг, у взрослых 400 мг в сутки 3 раза в день для купирования температуры, головной боли, ломоты в теле и так далее. Третье. Вы должны мониторить течение своей болезни. И если вы чувствуете, что у вас присоединяется одышка, которая усиливается при движении, вы обязательно должны померить себе сатурацию. Сатурация измеряется пульсоксиметрами, которые имеются в продаже. Если вы не можете их приобрести, у многих, я уверена, есть телефоны Samsung Galaxy S6, 7, 8 или 9. Закачайте в этот телефон функцию Samsung Health, и там есть измерить стресс, который определяет и сатурацию, и пульс. Обращайтесь к соседям, которые болеют, у них могут быть пульсоксиметры. Если ваша сатурация падает ниже 89, да, это повод для того, чтобы обращаться к врачам, решать вопросы госпитализации и так далее. При этом сатурацию сидя, лежа на спине и лежа на животе, потому что позиция в горизонтальном положении на животе позволяет раскрываться и вентилироваться нижнебоковым отделом легких. И при глубоком дыхании, при проведении дыхательной гимнастики, все эти комплексы заполонили интернет. Есть дыхательная гимнастика британских врачей, пожалуйста. Очень легкая, простая. И если вы ее проводите несколько раз в день, то вы, лежа на животе, замечаете, что она у вас, например, с 85 поднимается до 92. Это говорит о том, что у вас вентилируются резервные отделы и что все, в принципе, у вас достаточно благополучно. И если дальше. Если вы чувствуете, что у вас после первой волны температуры начинается вторая волна температуры, ситуация ухудшается, то я рекомендую сдать следующие лабораторные анализы. Общий анализ крови, С-реактивный белок количественный и прокальцитонин. Что они дают? Вы все слышали прекрасно о таком осложнении, как цитокиновый шторм. Сейчас его называют брадикининовый шторм. Считается, что когда уровень С-реактивного протеина или С-реактивного белка повышается свыше 30-50, то надо предпринимать меры в отношении предупреждения и купирования этого цитокинового шторма. Тогда уже доктор должен вам назначить кортикостероиды или гормональные препараты. Они назначаются у всех в разных дозировках. У меня были пациенты, у которых С-реактивный белок при норме 5 был 275-300. Это пациенты, которые нуждаются в проведении так называемой пульс-терапии. Существуют специальные протоколы МГУ. Кстати, этот протокол мне очень нравится. Но есть пациенты, у которых С-реактивный белок 50-75. И вы слышали о доказательной базе британских врачей, когда назначается дексаметазон в дозе 6, 8, иногда 12 мг. Это уже удел врачей квалифицированных. И поэтому уже сейчас пациенты должны себе найти врача, к которому не обязательно ходить, с которым можно консультироваться онлайн. Пожалуйста, могут на меня выходить в мессенджеры, в WhatsApp, вы можете отдать им мой телефон. И я в любое время, когда увижу телефон, пусть напишет, что я крымский татарин, ваш земляк. Я в любое время проконсультирую онлайн. Я 300-400 человек консультировала в Бишкеке во время эпидемии. И у меня умерла только одна бабушка, которая была крайне тяжелой, которой было за 80 лет. Причем лечились они в домашних условиях. Поэтому если умело манипулировать лечением, то это не такая уж страшная болезнь. Мы сейчас уже накопили достаточно опыта, и в литературе появляется много сообщений. Каждый день ситуация меняется, протоколы меняются. Поэтому не стоит, вот так сказать, паниковать и городить. А вот прокальцитонин, третий лабораторный показатель, позволит нам определить, это все еще вирус или это уже присоединилась бактериальная септическая инфекция. Если прокальцитонин вырастает в 2 раза против референсных значений нормы, тогда имеет смысл давать антибактериальные препараты. И это должны быть не обязательно очень заумные антибиотики резерва. Это могут быть банальные те же цефалоспорины 3-го поколения, фторхинолоны 3-го поколения, левофлоксацин, маэксифлоксацин, которые присутствуют в аптечной сети, они достаточно дешевы. Вот и все. И все остальное мониторится уже под наблюдением врача. И если вы чувствуете, что вы ухудшаетесь, не справляетесь, тогда да, госпитализация. Но я хочу сказать, что у нас госпитализация была хуже, чем амбулаторное лечение, потому что у нас все квалифицированные врачи, они выпали
Понимаете, они выпали. И оказалось так, что в стационарах лечили фельдшеры, врачи первого-второго года обучения, интерны, которые еще могли находиться на ногах, да, ну и студенты старших курсов. Потому что практически все врачи переболели. 89 медиков в Кыргызстане погибли, поэтому врачей надо беречь как зеницу ока. И не обижаться на них, что они лишний раз не приходят к вам и не слушают вас, не выслушают. Потому что слушать особо при ковиде нечего, понимаете? И там все ясно, и все можно проконтролировать, в принципе, онлайн. Можно включить видеозапись, посмотреть, как больной. Можно померить сатурацию, прислать, можно померить давление, выслать врачу, расписать график температуры. И этого достаточно для того, чтобы все поправить. Можно ли пить кроверазжижающие профилактически, ну, например, пожилым людям? То есть, ну, как бы, ну, еще без симптомов, а вот именно для профилактики. Наджие, я хочу сказать, что я заметила на наших пациентах, что те пациенты, которые до эпидемии ковида принимали антикоагулянты, это пациенты с фибрилляцией предсердий, с атеросклеротическим кардиосклерозом. Они имеют сахарный диабет, сердечную недостаточность, перенесли инсульты, но принимающие антикоагулянты в виде ксарелты, эликвиса и варфарина, к моему удивлению, очень легко перенесли ковид. И поэтому у меня возникает такая мысль. Я бы рекомендовала принимать профилактические дозировки пациентам пожилым, если, конечно, у них нет противопоказаний к этому. Что такое противопоказания? Какие-то коагулопатии, какая-то кровоточивость, открытые язвы, перенесенный геморрагический инсульт 6 месяцев назад, вот в ближайшее время. То есть риск кровоточивости. Этим пациентам, безусловно, нельзя. Всем остальным, пожилым, можно было принимать эликвиз, профилактическую дозу 2,5 мг 2 раза в день. Или ксарелта 5-10 мг в сутки. Я считаю, что это поможет, если человек заболеет ковидом, перенести его достаточно легко. Скажите, а насколько нужны КТ? Понятно, что рентген не показывает, тесты очень большая погрешность, и у нас сегодня в КТ очереди несколько КТ по городу, где на 1,5 месяца вперед, где на неделю вперед, то есть вот на 1,5 недели, как минимум. И эти КТ некоторые работают круглосуточно сегодня. Наджие, у нас была такая же аналогичная ситуация, и у нас больные делали КТ, а результат им выдавали через 4 дня. Когда через 4 дня можно уже умереть, предположим, потому что врачи не в состоянии были описывать этот поток. Надо четко понимать, что любой ковид – это пневмония, которую можно выявить на КТ. Но если у тебя не падает сатурация ниже 90, если у тебя нет огромной температуры, если ты прогрессивно не ухудшаешься, для чего ломиться и делать КТ? Во-первых, это колоссальная лучевая нагрузка. Во-вторых, это огромные деньги, потому что они делаются за счет средств пациента. В-третьих, идя на КТ, опять же, так же, как ты идешь в поликлинику, ты заражаешь всех вокруг, заражаешь персонал, лаборантов и все прочие дела. Поэтому я призываю, если вы чувствуете, что у вас течение заболевания быстренько ухудшается, то тогда, безусловно. И, во-первых, если вы пациенты с легким и средне-тяжелым течением не будете ломиться на КТ, то вы позволите пациентам тяжелым сделать это КТ вовремя, для того, чтобы их успевали госпитализировать и оказывать им помощь. Не должно быть в этой ситуации паника. Катастрофическое течение КТ, в принципе, ковида бывает редко. Все-таки оно имеет определенную стадийность, понимаете, и поэтому не надо делать все заранее, как было у нас. Заранее скупили все антикоагулянты, все гепарины, все кликсаны, ксарелта, ничего не было в городе. Заранее скупили все антибиотики, которые не понадобились, все гормоны, забили вот эти вот все центры КТ, которых у нас достаточно много, но никуда нельзя было пробиться, понимаете, они тоже работали круглые сутки. Поэтому вот напрочь паника. И потом я еще хочу сказать, что сам по себе ковид, он очень обостряет тревожность. И во всем мире количество тревожных расстройств резко увеличилось после перенесенного ковида. Поэтому те пациенты, которые уже перенесли ковид, даже легкое течение, они продолжают обращаться, жаловаться, ходить к врачам, к медицинскому персоналу, у них ничего не находят. Их продолжает беспокоить боли в области сердца, в грудной клетке, выраженная потливость, общая слабость.
и они считают, что они тяжело больны. Но если у вас нормальная сатурация, нормальное давление, это так называемый постковидный синдром, не стремитесь опять идти в поликлиники и заражать окружающих, потому что на сегодняшний день доказано, что перенесший ковид может быть заразным 45, а по данным американцев даже 90 дней. Поэтому если вы проскочили острый период, и у вас уже все ничего, после 14-20 дней не надо куда-то бежать, вы уже не ухудшитесь. Так, а расскажите, пожалуйста, вот сейчас у нас идет сезон вакцинации, да, и врачи предлагают вакцинироваться от бактериальной пневмонии и от гриппа. Насколько это стоит сейчас делать? Я хочу сказать, что те пациенты, которые не заболели ковидом, вы можете делать прививку против гриппола, против гриппа. Ну, это гриппол российский. Но мне хочется опять сказать, кто будет проводить эту прививку и в каких условиях. Сейчас все поликлиники переполнены ковидными больными. Для того, чтобы сделать себе прививку от гриппа, пациент должен прийти туда и сделать там прививку. Никто к вам не придет домой делать эту прививку, потому что нарушается холодовая цепочка. Вакцина против гриппа должна храниться в холодильнике, ее должны достать и вам уколоть, согреть в вашем присутствии. Поэтому, если вы глубоко уверены, что вы придете и не наткнетесь ни на какого ковидного больного, и вы не больны ковидом, делайте вакцину против гриппа. И то же самое касается пожилых пациентов, которых желательно привить против пневмококка. Российская вакцина против пневмококка требует ревакцинации, то есть введения повторных инъекций. А американская вакцина Pneumovax-23, она не требует ревакцинации, она вводится один раз однократно, но она достаточно дорога, и если она в Крыму, я не знаю. У нас завозят частные медицинские центры, и кто себе может позволить, тот посещает. То есть это бы было хорошо, если бы ты не подвергался риску контакта заболеть коронавирусом. Если ты болен коронавирусом, или если ты находишься в периоде реконвалесценции и выздоровления, то сейчас смысла делать прививку против гриппа у вас нет. Потому что наложение одной инфекции на другую, вы можете в стертой форме переболевать гриппом, не даст эффекта. С другой стороны, существует третья точка зрения, что если вы заболеваете параллельно двумя инфекциями, что может быть осенью, например, ковидом и гриппом, то существует такое явление, которое называется в науке интерференция. Один вирус ослабляет другой, и при этом и ковид, и грипп протекает более легко. Поэтому я противник того, чтобы сейчас все бежали при вашей ситуации и делали вакцину против гриппа и пневмококка. Если у вас есть такая возможность, я думаю, что имеет смысл подождать до конца октября. Безусловно, при любом раскладе к концу октября у вас пойдет на спад. И тогда уже можно обсуждать вопрос о введении вакцины. Впереди ноябрь, у нас, как правило, грипп бывает в середине декабря. И иммунитет за 3-4 недели разовьется. Как у вас сейчас обстановка? Вот ушла это пик прошел. Как сейчас вообще обстановка с ковидом? Вы знаете, у нас ситуация такая же, как и во всех странах мира. Абсолютно у нас начинается вторая волна. И каждый день количество ковидных больных, если буквально 5-6 сентября у нас докладывали, что по всей республике болеет там 35-50 человек, то сегодня это 215, вчера 172 человека. У нас небольшая страна, всего 6 миллионов человек, из них там около миллиона находится в эмиграции, то есть из 5 миллионов человек будем считать, что у нас 1,5 миллиона, следуя британским рекомендациям расчета, уже переболели коронавирусом. Значит, у нас 30% населения коронавирусом переболели. Тем не менее, у нас идет стремительное нарастание количества переболевших. Давайте посмотрим статистику Европы. Например, Британия докладывала, что у них 23 мая было 6 тысяч пациентов. Это был пик первой волны. Сегодня они докладывают, что у них около 9 тысяч за один день. Понимаете? То есть вторая волна не в том смысле, что это обострение и снова болеют те, кто уже перенес ковид, а это в том смысле, что накопилась критическая масса и болеет то население, которое не переболело коронавирусом. То есть это продолжение той же самой эпидемии. А нам надо спустить эпидемию на тормозах. И пожилому контингенту надо все-таки дождаться вакцины. Я считаю, что та российская вакцина векторная, которая выпущена в центре Гамалеи, она будет не такая уж плохая. Это точно такая же вакцина, которую выпускает AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Она векторная, то есть
целенаправленная. Оболочка у нее, футляр, сделана из аденовируса, 2 типов, да, чтобы не было антител к ним. А внутри находится этот шипованный белок коронавируса. Конечно, Россия заявила первое, это политическое мероприятие, но надо понимать, что это и материальные проблемы. Но мы дождемся, когда эти 40 тысяч населения, которые сейчас используются, да, в качестве апробации вакцины, и все-таки я думаю, что к концу декабря и, может быть, началу января вакцина уже будет в ходу и можно будет прививаться. Потому что все равно это иммунитет после этой вакцины напряженный, лишь бы не было никаких отдаленных последствий. Вот так. Потрясающие вообще сведения вы мне сейчас рассказали. И все же вот я хочу попросить вас еще какие-то рекомендации, как укреплять иммунитет. То есть в нашей ситуации, для меня, например, уже очевидно, что не заболеть не получится. Именно потому, что большая часть населения не соблюдает, да, ни дистанции, маски по-прежнему не носятся, люди по-прежнему тусуются, свадьбы продолжаются. Опять-таки наложился курортный сезон, успешный в этом году, как вы сказали. И как можно закалить свой организм, подготовить его к возможному инфицированию, заражению ковидом? Я просто хочу сказать первое. Дорогие земляки, вы все должны прекрасно помнить, что нас очень мало. Мы должны беречь друг друга. Мы должны беречь наших битачек, картанашек, карбабашек, которых осталось очень мало. Им и так досталось много горя в жизни. И поэтому все зависит от населения молодого и среднего возраста. Мы должны быть как немцы. Берите пример с образцовой европейской страны. Мы должны соблюдать дистанцию 2–2,5 метра. Мы должны общаться только по телефону. Это не презрение к тому, что вы не пришли на поминки, вы не пришли на похороны, вы можете выразить соболезнования, вы можете через интернет отправить деньги, правильно, помочь. Вы можете помолиться, посидеть дома за ушедшего человека. Но если вы будете посещать друг друга, мы все вымрем, нас и так мало. Поэтому ношение масок обязательно. Приучайте детей носить маски только там, где скопление народу. Это не значит, что на улице вы должны гулять в маске. Но если вы идете на рынок, он даже на улице, понимаете, вы должны одеть маску. Не ходите часто в магазин. Один человек ходит в магазин, одевает перчатки, одевает маску и, может быть, даже респиратор, у которого там защита более высокая, чем у маски. Ходите раз в неделю. Желательно, чтобы это была торговля на открытом воздухе. Не надо выбирать продукты. Это яблоко лучше, это груша лучше. Скажите продавцу, положите мне, пожалуйста, 3 килограмма груш, 3 килограмма картошки, 3 килограмма. Пусть там будут не очень хорошие продукты, но вы не будете общаться с продавцом. Понимаете? Спросите, сколько денег, положите и уйдите. Потом заберите, не езжайтесь никому близко, не ездите в общественном транспорте, ходите пешком. Вот и все. И мойте руки бесконечно. Руки должны мыться не менее 30 секунд. Алгоритм мытья рук для медработников можно найти в интернете. Понимаете? Все. Не обязательно покупать дорогие санитайзеры. Вы можете обрабатывать руки обыкновенным мылом. Но если у вас больше ничего нет, купите водку, пожалуйста, добавьте туда несколько капель глицерина, вот вам санитайзер готов. Больше ничего я предложить не могу. То есть, в отношении приема... Пить витамины С, Д у нас вот очень популярная рекомендация. Вот посмотрите, Наджия Ханум, значит, вот этот же Михаил Фаворов, американский эпидемиолог российского происхождения, он отмечает следующее. Пациенты, которые употребляют цинк и которые употребляют витамин D3, они легче болеют инфекциями, не только ковидом, но и другими инфекциями. То есть у нас существует специфический иммунитет против конкретного микроба или вируса. И существует неспецифический иммунитет. Наши защитные силы способны вырабатывать интерферон. Так вот, он говорит такую фразу. Мы и Фаучи. Фаучи Энтони, это главный эпидемиолог Соединенных Штатов, употребляем цинк и употребляем витамин D3. Потому что доказано, что люди, которые имеют дефицит витамина D, они тяжелее болеют ковид. И последнее мне хочется сказать. Мы с вами говорили о том, что имеет ли смысл принимать антикоагулянты в профилактической дозе, да? Да. Сказать, пациенты, которые имеют
сосудистые проблемы, гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, перенесли инсульты, страдают сахарным диабетом. Эти пациенты, как правило, принимают препараты под названием статины. Это препараты, которые снижают уровень холестерина, но у них мощный противовоспалительный эффект. На днях американцы опубликовали данные метаанализа, то есть они обсудили, проанализировали результаты лечения почти 90 тысяч пациентов, принимающих статины. И оказалось, что среди них на 50% меньше пациентов с тяжелыми формами ковида и со смертельным ковидом. Поэтому, если вы недобросовестно принимаете статины, или если вы их не принимали, а на сегодняшний день актуальны два вида статинов, это аторвастатин и розувастатин, я призываю вас принимать их в лечебных дозах. Для аторвастатина это 40 мг, для розувастатина это как минимум 20 мг в сутки. Вот все, в принципе, что существует нового на сегодняшний день. Я чутко слежу за этим, я читаю аналитические статьи, данные метаанализа и так далее, и поэтому я вам, в принципе, дала выжимку. Никакой хлорохин, который применяется, мифлохин, он не оказывает влияния. Первоначально думали, что да, на сегодняшний день доказано, что эти препараты могут повышать смертность так же, как и азитромицин, поскольку они удлиняют интервал КТ, это такой электрический показатель на кардиограмме, и могут вызывать фатальные нарушения ритма. Поэтому я призываю не принимать бесконтрольно эти препараты. И остается у нас что? Первое – антикоагулянты. Второе – ремдесивир, которого у нас нет. Третье – кортикостероиды по назначению врача. Да? И четвертое – при присоединении бактериальных осложнений только тогда антибактериальные препараты. Больше ничего. Все остальное носит чисто симптоматический характер. Но есть еще такое мнение, что применение верошпирона, это ингибитор минералокортикоидных рецепторов в дозе 25-50 мг в сутки, тормозит развитие легочного фиброза. Уж коли вы заболели ковидом, даже среднетяжелым течением и легким, вы должны принимать 25-50 мг верошпирона, это дешевый препарат, в течение 60 дней. Потому что верошпирон тормозит формирование грубого фиброза и после инфарктов, и после перенесенных тяжелых пневмоний, но и гипотетически после ковида. Хотя доказательной базы по поводу этого мнения нет. Это протокол МГУ. Это рекомендации как для молодых, так и для возраста. Для любого возраста. Для любого возраста. За исключением пациентов с почечной недостаточностью. Им верошпирон противопоказан. Не с болезнями почек, а именно с почечной недостаточностью, когда высокий уровень креатинина. Ильмаз Ханум, столько полезной информации. Я вот сейчас под большим впечатлением. Чохса у нас настолько концентрировано, настолько полезно. Мне просто ничего не оставалось делать, кроме как кивать все интервью. Я вас еще раз благодарю за то, что вы нашли время и пообщались со мной. Я сделаю видео и надеюсь, что наши соотечественники услышат ваш призыв, услышат ваши рекомендации, и мы будем внимательнее друг к другу. Я желаю всем нашим крымским татарам здоровья, долголетия. Берегите себя, пожалуйста. Нас мало, мы должны любить друг друга, поддерживать и помогать.